На территории Абхазии работают одновременно 4 медицинские бригады, в общей сложности 40 врачей из России, доктора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, Ставропольского края, Воронежской, Саратовской областей и Республики Адыгея. В работу также включены более 60 абхазских специалистов. Каждая бригада осматривает до 150 детей в день, общее количество 400 детей в сутки. Сейчас ряд профилактических осмотров и все процедуры, которые происходят в рамках профилактических осмотров, это первичное звено. Мы отбираем детей, которым уже дальше необходимо дополнительные наблюдения, дополнительные обследования в условиях стационара, допустим, в Республике Абхазия, а также часть детей, которым необходимо лечение на федеральном уровне, также мы можем направить в необходимые профильные учреждения страны. Сегодня у нас необычный профилактический осмотр. На примере 5-летнего ребенка мы покажем, как проходит профилактический осмотр каждого специалиста наш маленький малыш. Пятилетний Дмитрий Бимка, как он себя называет, герой сегодняшнего дня, будет проходить комплексный медосмотр. Вместе с ним можно увидеть, каким образом организована работа специалистов. Дмитрий из многодетной семьи. Его мама Анастасия Плиева поделилась своей историей и подчеркнула важность таких регулярных медицинских обследований. Среди ее 5 детей один ребенок имеет инвалидность. По словам Анастасии, из-за ошибки врачей, неверно поставивших диагноз, ребенок долгое время получал неправильное лечение. В ходе обследования маломобильных детей удалось ребенку поставить точный диагноз. Ребенок с ограниченными возможностями прошел диспансеризацию в вспомогательной школе. Ему поставили все-таки диагноз, то, что у него не ДЦП или посторонних конечностей, а внутриутробный инсульт перенесенный. И поэтому у него левая сторона не работает. И часть левого полушария мозга у него, которая отвечает за обратную речь, не работает. Мертвые нейроны. То есть это новый диагноз? Да, это не знали. Мы 10 лет лечили ДЦП ему. И нужно, чтобы все родители ходили, бабушки, дедушки, чтобы приводили деток, находили время на то, чтобы посмотрели врачи. Лучше быть уверенным и знать, что у твоего ребенка все хорошо, что он здоров, чем ошибочно лечить диагнозы. Масштабная диспансеризация проводится на основании договоренности Минздрава Абхазии и Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступили Фонд президентских грантов и общественная организация «Народный фронт России». Представитель Народного фронта Юлия Зимова рассказала об организации совместной работы российских и абхазских врачей. 10 специалистов-докторов из России, также медицинские сестры из Абхазии, которые берут кровь, делают ЭКГ. Дополнительно из абхазских специалистов работают с нами еще специалисты в лабораториях, которые находятся, лаборанты, те, кто эту кровь уже дальше обследуют, исследуют. И вторичный этап, это не менее важно, медицинские сестры, которые обзванивают карты. То есть смотрите, как происходит весь алгоритм. Сначала здесь работают врачи, вы видели здесь доктора, и там есть на входе машины, это мобильный медицинский комплекс, потому что доктора перемещаются, особенно если это удаленные населенные пункты, вместе с ними перемещается оборудование. Это мобильный аппарат УЗИ, это ЭКГ, это там ростомеры, кушетки, ширмы и так далее. Это все переезжает на отдельном специальном мобильном комплексе. В этом комплексе предусмотрено, если даже что-то нужно, посмотреть удаленно. За каждой бригадой закреплена машина с медицинским оборудованием, мобильными аппаратами УЗИ, ЭКГ, ростомером и другими необходимыми материалами для проведения комплексного осмотра. На осмотр одного ребенка уходит примерно 30 минут. В рамках медосмотров, проходят дети дошкольного возраста и школьники до 17 лет включительно. Здесь мы проводим ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, надпочечников, щитовидной железы. У старших девочек по показаниям УЗИ молочных желез. У нас все специальности, которые здесь присутствуют, и специалисты, которые просят в рамках медосмотра что-либо посмотреть, выявить патологию, не дай бог, мы это все выявляем, осматриваем. Есть детки, которые приходят из поликлиник, стационаров, которые здесь уже были на диспансерном учете, пересматриваем также. И родители, которые просят что-то смотреть от участковых докторов, естественно, мы не отказываем.
Анализы ежедневно проводятся в 3 лабораториях страны по 4 типам исследования. В сутки не менее 1200 результатов. Осмотры уже завершены в Ачимчирском и Сухумском районах. Подходят к концу в Гудаутском и Галском. Продолжаются в Гагре, также в городе Сухум. Масштабная диспансеризация началась в Абхазии 12 февраля и завершится в конце мая. За это время планируют осмотреть около 25 тысяч детей. Гундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.